Сегодня исполняется 82 года со дня победы в Сталинградской битве, самое ожесточенное и кровопролитное противостояние в истории человечества. Именно 2 февраля считается днем, который полностью перевернул исход Второй мировой войны. Операцию под кодовым названием «Уран» по защите Сталинграда успешно завершили в 1943 году. Битва длилась 200 дней. В ней сгорела миллионная армия фельдмаршала Паулюса. В Волгограде на Мамаевом кургане открыт музей, посвященный той битве. Там увековечены имена более 17 тысяч защитников Сталинграда, а в 2013 году открылись 7 памятных плит, где вписаны 87 имен ингушей-защитников города. С памятным днем поздравил жителей глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата: «Ожесточенные бои стали одними из самых значимых в Великой Отечественной войне и повлияли на ее дальнейший ход. По официальным данным, погибло 470 тысяч советских солдат. Среди защитников Сталинграда было много представителей Северного Кавказа. В битве за Сталинград участвовало более 100 ингушских воинов. Наши соотечественники проявили в этой битве примеры отваги, стойкости, преданности воинскому долгу и любви к родной земле. Наша история полна тяжелых испытаний. На протяжении веков наш трудолюбивый и отважный народ сражался за свою родину и продолжает делать это в настоящее время, в условиях проведения специальной военной операции. Мы гордимся подвигами наших героев и защитников. Вечная память и слава им». Еще одна знаменательная историческая дата. Сегодня мы отмечаем 106-ю годовщину знаменитого Далаковского боя. Жители региона, по рассказам старших, знают и помнят историю тех грозных дней, когда далаковцы, встав на пути регулярной Деникинской армии, приняли смертельный бой во имя свободы и равенства. В далеком 1919 году в той кровопролитной схватке, по историческим данным, пало практически все взрослое население Далакова, около 200 человек, но ученые уверены, жертв было гораздо больше. В память об их героическом подвиге в селении в 1938 году установлен памятник. Этот бой вошел в историю гражданской войны как один из самых ожесточенных и кровопролитных. В России упрощен порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Закон вступил в силу сегодня. Ранее добровольцы для получения ветеранского удостоверения единого образца должны были подавать заявление. Сейчас воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкоматы того региона, где доброволец состоит на воинском учете. Региональные военкоматы в 10-дневный срок со дня получения документов должны проверить их на соответствие установленным требованиям, после чего комиссии региональных военкоматов примут решение о выдаче удостоверения. Готовую корочку сможет получить сам доброволец, его родственники или другие лица по доверенности. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы. С 5 по 7 февраля в выставочном центре Минводы-Экспо пройдет выставка «Агрокавказ-2025». В работе мероприятия примут участие ведущие эксперты, производители и представители сельскохозяйственной отрасли со всей России и зарубежья. Более 300 компаний представят передовые решения для различных направлений агробизнеса. На площади в 18 тысяч квадратных метров производители продемонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и технологии для растениеводства и животноводства. Ингушские спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 6 медалей, 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые на первенстве СКФО по греко-римской борьбе во Владикавказе. Золотые медали завоевали Абдулай Влоев, Асланбек Костоев и Ислам Нальгиев. Серебряную медаль получил Ислам Нальгиев, а бронзовые награды достались Умару Богатыреву и Лезу Евлоеву. Отмечу, что призеры отправятся на первенство страны, которое пройдет в Суздале в начале апреля.